внимание всем юным мультипликаторам Якутии. Стартует прием заявок на участие в 5-м юбилейном республиканском детском мультипликационном фестивале «Чудеса кино» благотворительного фонда Харсхал. К участию к фестивалю приглашаются авторы детских и юношеских мультипликационных фильмов, коллективы видеостудий, дошкольные и школьные учебные заведения. Возраст авторов на момент подачи заявок не должен превышать 18 лет. В прошлом году на фестиваль поступило 120 заявок не только из Якутии, но и из мультипликационных студий Донецка, Красноярска и Ханты-Мансийска. Самую наивысшую награду получила Диана Харитонова, мультипликатор кружка анимации Дворца детского творчества под руководством Анны Слепцовой. Ее мультфильм жюри признала лучшим из лучших. Былыр эмәксин нәғоньяр олар буттыра битеу. Эмәксин. Гоньяр тыя тахсын мастак керден келлер әрә. Көз бұғыр еті бейт. Дебит. Оғоньяр сүгетін улан тыға тақсы бұд. Бір мөзі бараға тейті булан кәрдәрі сүгетін талай бұд. Онтуқата маға кехілі саңар бұд. Кыржағас, әлмейім кәбдіме. Тымын ылыма, туған ады ергін әт бардың бере. У вас тоже есть возможность стать лауреатом, а может даже и победителем фестиваля «Чудеса кино» 2018. Все, что вам нужно, это заполнить заявку участника и предоставить свой мультфильм по адресу: город Якутск, улица Курашова, 24, кабинет 403, или отправить заявку на электронный адрес добросаха@mail.ru. Все подробности по телефону 8 914 2 70 58 87. Положение и форму заявки вы можете найти на официальном сайте благотворительного фонда Харсхал добросаха.ру. Работы принимаются по 25 мая 2018 года. В этом году мы решили провести именно как финал, получается, всех победителей, всех участников, которые участвовали. И в фестивале могут принять участие абсолютно все студии, телестудии, которые делают мультики, но только они должны предоставить только один мультфильм, самый лучший. Да? Если раньше они предоставляли в каждой номинации по одной работе, сейчас они выбирают только один самый лучший мультик, который они могут сделать. В этом году мы решили провести фестиваль на тему «Разные, но равные». То есть мультфильмы должны раскрывать тему инклюзии, что дети с инвалидностью, люди с инвалидностью все равны. Они могут рассказать о людях с инвалидностью, об успешных историях, сделать мульт о девочке, например, рассказать какую-то историю. Подведение итогов и торжественное награждение победителей фестиваля «Чудеса кино» состоится 4 июня в городе Якутске в рамках празднования Дня защиты детей. Не упустите шанс зажечь свою звезду в мультипликационном мире. На днях состоялась встреча детей благотворительного фонда Харсхал с Ириной Павлуцкой в рамках проекта «Палитра успеха». Дети с нетерпением ждали встречи с удивительной девушкой, чья внешность покорила всю Россию. Беседа прошла в позитивной обстановке. Ирина рассказала о самом главном, что мы все уникальны и не стоит бояться себя. Уже известная личность Ира вдохновила слушателей своей искренней историей, поделилась своими переживаниями, рассказала, как приняла себя и дала отдельные советы, как перейти сложный барьер и научиться жить по-настоящему. Цель мотивационной встречи была достучаться до них, открыть им глаза на свои уникальные ценности, чтобы они не считали, что это у них проблема, чтобы они захотели жить, чтобы они мечтали, любили, не забивались в угол. Вот. Я надеюсь, что хоть немножко и чем-то смогла помочь. Я наконец-то смогу уже действительно хоть чем-то своим словом донести людям, что все, что у меня в голове, все мои мысли, они наконец-то уже оживляются, превращаются в реальность. Гостья была рада, что дети настолько тепло приняли ее, и она смогла донести до людей свои мысли. Каждый ребенок уникален, и у каждого свой способ восприятия мира. В этом главный принцип инклюзивного образования. Инклюзивное образование
это возможность любого ребенка получать знания по программе с индивидуальным подходом. Это значит, что ваш ребенок получит равное внимание с учетом его особенностей и возможностей. Выбирая школу для своего ребенка, проверьте, есть ли в ней инклюзивный подход. Дети должны учиться вместе. Сегодня мы хотим познакомить вас со специальной коррекционной начальной школой и детским садом номер 3 «Малыш» города Нерюнгри. Здесь дети находятся в возрасте от 2 до 11 лет. Удобство и уникальность учреждения в том, что дети могут, не отвлекаясь от учебного процесса, получать медицинскую и коррекционную реабилитацию, а также социализироваться. У нас организована еще в 2005 году лейкотека, где могут получить помощь дети, не посещающие учреждения, дети-инвалиды. Для них специально разрабатываются программы нашими специалистами, и они получают помощь как специальных педагогов, так и медицинскую реабилитацию. На сегодняшний день детский сад посещает 165 детей с нарушениями зрения, замедленным темпом развития психики и детским церебральным параличом. В школе обучается 30 детей. Все группы в учреждении дифференцированы. Ежегодно у нас комиссия по МПК смотрит детей в конце учебного года. И в этом году, например, с 4 класса полностью сняты все диагнозы, то есть реабилитация прошла в полном объеме. Коррекционно-развивающая работа в образовательном учреждении состоит на принципе системности. С одной стороны, работают над основным дефектом, с другой – это комплекс педагогических воздействий в ходе воспитательной работы, направленной на коррекцию отклонений в формировании личности. Все началось с того, что я привела первым в детский сад «Малыш» своего старшего сына Сашу по назначению психолога-медика педагогической комиссии. И далее нам тут предложили как социализацию для дочери. Мы ходили на лейкотеку. Мне очень понравилось с дочерью ходить на лейкотеку, потому что занятия были построены так, что мы совместно с ней ходили на эти занятия, и это очень сказалось на адаптации ребенка к саду. Сейчас он уже выпускается практически из детского сада, и мы дальше пойдем в обычную школу, и меня это очень радует. В общем, в садик мы попали недавно. Так как у меня ребенок не ходит, у нас диагноз ДЦП, нам отказывали в реабилитации, пребывания в других садиках. И спасибо садику «Малыш», они нас взяли. С нами работают педагоги, это логопед, психолог, с нами работает дефектолог. В общем, за вот этот короткий период ребенок стал более общительный, перестал замыкаться. Начальная школа «Детский сад «Малыш» города Нерюнгри является наглядным примером работы образовательного учреждения для особых малышей. Мы обязательно продолжим знакомить вас с коррекционными образовательными учреждениями города Нерюнгри в следующих выпусках. Фильм «Биография. Серфер души» снят по одноименной книге серфингистки Беттани Хэмилтон. Главная героиня жила с родителями на северном побережье Кауаи и с детства увлекалась серфингом. На ее полке красовались многие награды, но однажды, развлекаясь с друзьями в океане, на девушку напала тигровая акула. Друзья успели отнести ее на берег, где ее отец сделал ей жгут и отвез в больницу. Девушка потеряла 60% крови, но сумела выжить, лишившись левой руки. И лишь сила воли уже через месяц заставила Беттани снова встать на доску и вернуться в профессиональный спорт на правах полностью здорового серфера. Режиссер Шон Макнамара специально общался с близкими Беттани, чтобы узнать нераскрытые факты ее биографии. Драма «Суррогат» режиссера Бен Луина показывает жизнь 38-летнего журналиста, а также поэта Марка О'Брайена. В детстве он перенес страшное заболевание – полиомиелит. Еще тогда он начал учить людей жить дальше и преодолевать все препятствия. Спать теперь он может только в специальной капсуле, иначе он не выживет. Его единственный близкий и лучший друг – его кот. Каждое утро к нему приходит сиделка, которая не сильно отличается пониманием, заботой
заботой и любовью. Она кормит его, моет и выводит на улицу. Отправляясь в очередной раз в церковь, он исповедуется святому отцу. Его не устраивает отношение сиделки к нему. Он хочет доказать ей, что не нуждается в ней, как она считает. Святой отец одобряет это. Ему следует найти сиделку поприятнее. Понимая, что ему осталось не так уж много, Марк принимает неожиданное решение. Он решил стать настоящим мужчиной и обращается к суррогату, которая оказывается весьма немолодая женщина. И на удивление, они быстро идут на контакт, и между ними проскакивает искра. Драматический фильм «Чудо» рассказывает историю мальчика, который перенес за свою жизнь 27 операций. Юный Оги страдает от редкого генетического отклонения, и чтобы дышать без специальных аппаратов, ему довелось пережить множество сложных операций. На лице у мальчика много шрамов, которые сильно усложняют его жизнь. Оги всегда проходил домашнее обучение, но наступает момент, когда он впервые идет в школу, сразу в 5 класс. Родители мальчика очень волнуются за своего сынишку, ведь порой другие дети бывают слишком жестоки, а Оги совсем не приспособлен для жизни в обществе. В школе мальчик чувствует себя неловко, ведь его внешность сильно привлекает внимание. Однако у него добрая душа, что помогает ему найти новых друзей и открыть свою личность. Постепенно переживая день за днем, юноша приспосабливается к внешнему миру и начинает вести полноценную жизнь.